Обязательные условия посещения этого заведения сотрудники управления Роспотребнадзора разъясняют всему персоналу ресторана. Маски, перчатки, дезинфекция рук и уборка помещений специальным раствором. Эти и другие требования здесь соблюдаются, неукоснительно заявляет управляющий заведением Бекхан Катиев. Чтобы узнать, так ли это на самом деле, инспекторы решают пройтись по залам и помещениям. У вас как, за каждым столом сидят или раздельно? Раздельно. Вот в этом зале, например, мы рекомендуем, то есть требуем, чтобы они садились только за 3 стола. Вот этот стол на расстоянии 2 метров от этого, и на тот стол, который в углу стоит. Таблички с призывами соблюдать социальную дистанцию здесь на каждом шагу. Помимо всего, специалистов Роспотребнадзора приятно удивило и наличие здесь обеззараживателя воздуха – ультрафиолетовой лампы. Правда, инспекторов заинтересовал и другой вопрос – знаком ли со всеми требованиями санитарных норм персонал, при том, что они меняются посменно. Да и вообще, как убирают все помещения, ведь ресторан не маленький, здесь около 100 посадочных мест. По словам управляющего, посетители к мерам безопасности относятся со всем пониманием. Эти меры в первую очередь это для их же здоровья, для их же безопасности, для безопасности других людей. Санитарной составляющей заведения сотрудники Роспотребнадзора остались довольны, но и напоминают другим предпринимателям, что от их безответственности и халатности в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в погоне за выгодой они наоборот рискуют потерпеть финансовую неудачу. Здесь элементарные антисептики, уборка, вентиляция, масочный режим и, конечно же, вот эта дистанция, это самое главное на сегодняшний день, потому что сюда приходят люди с семьями, приходят сюда сегодня пообедать, посидеть, отдохнуть. Вы же все помните весну 2020 года, когда такие объекты закрывались на карантин. Да. И сколько ущерба, сколько убыток сегодня несли наши предприниматели. Продолжается рейдовое мероприятие в столичных магазинах. В очередном расклеенные повсюду таблички и разделительные отметки на полу – первое, что бросается в глаза. Администратор заверил инспекторов, все требования здесь соблюдаются. Что вы для этого предпринимаете на самом деле? Обработка у нас делается ежедневная, в течение дня по несколько раз хлористым раствором обрабатываются двери, поверхности все, также коляски, корзины, которые соприкасаются с людьми. Все, что при соприкосновении идет, мы все это обрабатываем хлористым раствором, 1% хлористым раствором. Перчатки у нас присутствуют у всех продавцов. Магазин, как и любая торговая точка, место прямого контакта покупателя с товаром. Инфекция легко может передаваться человеку через продукты на прилавках. В частности, многих жителей региона интересовало, безопасно ли покупать элементарно хлеб. У нас открытого хлеба не бывает. Хлеб у нас полностью упакованный в пищевую пленку, в пакеты, и получаем мы от производителей полностью упакованный хлеб. Нарушений эпидемиологических правил здесь не выявили, но специалисты и дальше будут проводить рейдовые мероприятия. Цель – информировать индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению, о необходимости соблюдения требований безопасности в связи с угрозой новой вспышки COVID-19. Данные мероприятия нами будут и проводились, и проводятся в ежедневном режиме, то есть мы охватываем различные населенные пункты. Хотелось бы предупредить наших предпринимателей, людей, то, что вот мы будем проводить эти проверки, чтобы они соблюдали все эти меры предосторожности. И сами люди ответственно относились к этому, наши граждане. Хотелось бы их тоже предупредить, то, что элементарно вот эти меры очень помогают не распространять эту инфекцию. Разговаривая с владельцами торговых точек, инспекторы обращают внимание на то, что в случае игнорирования ими правил и требований безопасности последует наказание. Так, за нарушение санитарных норм предпринимателям грозит штраф от 50 тысяч рублей, а то и вовсе закрытие заведения. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.